Всем привет! Мы продолжаем серию мастер-классов по стрельбе из традиционного лука. На прошлом уроке я говорил, что следующая наша тема, то есть сегодняшняя тема, будет правильная стойка лучника и правила техники безопасности при стрельбе из традиционного лука. Первое, что я хочу рассказать, чтобы занять правильную стойку и добиться наибольших результатов, естественно, помогает стойка лучника. Чтобы определить правильную стойку, мы, учителя, предлагаем вот такой подход. То есть берем стрелу, ложим в направлении мишени, например, скажем, там стоит мишень, и вот эту стрелу мы двигаем чуть вправо, то есть на 30 градусов, не на 45, не на 90, а именно 45. Становимся вот таким образом, ноги у нас параллельно, вот это уже классическая такая стойка. И в 30 градусов мы, имея 30 градусов, стреляем из лука. Но самая распространенная стойка — это боковая стойка. Что значит боковая стойка? Левая нога находится чуть дальше, чем правой. И вот такая стойка, она широко популярна, скажем, среди любителей. Есть еще третья стойка, это бывают люди особенные, давят некоторыми такими физическими особенностями, и поэтому некоторым мы предлагаем занять закрытую стойку. Это закрытая стойка, когда уже ноги находятся друг к другу в отношении друг к другу 90 градусов, то есть перпендикулярно. Вот такая стойка называется уже закрытая стойка. Также, чтобы добиться хороших результатов, имея правильную стойку, также расположение наших рук. Если вы правша, у вас лук мы держим левой рукой, не надо держать его напряженно, то есть это уже максимально уходит энергия, давит, поэтому лук надо держать свободно и чуть согнутой руке. А почему согнутой? Почему не прямая? Потому что руки должны работать на деформацию. Вот так. Берем стрелу, значит, заряжаем лук. Вот правая рука, когда мы натягиваем тетиву, она должна работать рычагом. Не просто так тянуть до груди, давить. Нет, она, вот когда мы натягиваем тетиву, правая рука работает, она вдоль нашего тела. Вот смотрите, вот я до рта натягиваю тетиву, и вот большим пальцем я иногда держу свою макушку уха, давит. И таким образом производится вот такой выстрел. Но самое главное для любого инструктора, для учителя, это соблюдение правил техники безопасности при стрельбе. Техники безопасности. Обратите внимание на экран. Но самое главное правило — это никогда не надо, строго запрещается направить на людей заряженный лук. Это очень опасно. Следующий, тоже одно из важных правил: начинать стрельбу только после команды инструктора «Атыш-бар». «Атыш-бар» на русский язык переводится примерно «готов», то есть стрельба разрешается, «Атыш-бар». Только после этого уже наши клиенты, так скажем, наши лучники начинают стрельбу. Также не надо выходить, запрещается выходить на линию огня, не надо передавать инвентарь, спортивный инвентарь кому-то другому строго запрещается. Также следующее, немаловажное, вот это правило техники безопасности: после того, как мы произвели выстрелы, давит, некоторые, бывают такие люди, они уже идут смотреть результаты, а другой, рядом стоящий его товарищ, еще не закончил вот стрельбу. Поэтому надо идти собирать стрелы только после команды инструктора «Атыш юг», то есть запрещается стрельба. Вот так, только тогда мы идем собирать стрелы. Спасибо за внимание. Соблюдайте технику безопасности, и у вас будет хороший результат. Всего доброго. Следующий урок я
мастер-класс посвящается истории памятной стрелы города Шварца.